Мы с вами стараемся быть в тренде, и, значит, нам с вами нужно обсудить нашумевший сериал «Слово пацана». Мы не будем говорить о его художественных ценностях, мы поговорим о том, как этот сериал способен повлиять на общество, на наших подростков, на нас с вами. И помогает нам в этом Арсен Иманкулов, эксперт по экономике поведения, специалист по изменению социального поведения. Здравствуйте, Арсен. Здравствуйте, спасибо. Прежде чем мы перейдем к этой интересной теме, я думаю, нужно объяснить, что такое вообще экономика поведения и чем, собственно, занимаетесь вы. Да, спасибо за вопрос. На самом деле это одно из относительно новых направлений в экономике. То есть, если изначально рассматривалась экономика как поведение достаточно осознанных индивидов, да, которые принимают обусловленные и правильные решения, то экономика поведения, она как раз-таки фокусируется на тех ошибках, которые люди совершают при принятии экономических решений. Да? Если это понятно. Возможно, нужно что-то дополнить. То есть это все-таки имеет отношение непосредственно к экономическим дисциплинам? Абсолютно. Это не социальная дисциплина, не гуманитарная, это экономическая дисциплина. В целом экономика тоже считается до какой-то степени гуманитарной наукой, да? Но это очень традиционное сейчас направление, и, если я не ошибаюсь, в 2001 году первая Нобелевская премия была выдана, да, экономистам, которые работают в этой сфере. В сфере экономики поведения? Экономики поведения, совершенно верно. То, как поведение людей, принимающих решения, влияет на экономику, или общество в целом? И для первого, и для второго это актуально. На самом деле, поведение общества, оно складывается из поведения отдельных людей. И принимающих решения, в данном случае, чтобы зрителям было понятно, мы не говорим о людях, облеченных властью, мы не говорим о людях, решение которых влияет на других людей. Да? В данном случае человек, принимающий решение, это каждый из нас, который здесь и сейчас принимает решение купить продукт А или Б, почему-то принимает решение, да, то есть у него же есть своя внутренняя аргументация, чем продукт А лучше, чем продукт Б, да, каким-то образом он реагирует на те скидки, да, сезонные предложения, которые нам предлагают тот же рынок, да, соответственно, вот все наши действия каждого конкретного человека, они и являются частью экономики поведения. Я боюсь, что сейчас наши подписчики смотрят и говорят: о боже, это что, очередной коуч, он закончил очередные курсы, или все серьезно в вашем случае? Что вы подразумеваете под серьезностью? Где вы изучали ту самую экономику поведения? Да, на самом деле экономика поведения, опять-таки, да, я скажу, что это относительно новое направление, и даже, скажу так, в крупных западных университетах только сейчас формируются факультеты, да, которые специализируются на этом направлении. У меня есть за плечами достаточно большое количество курсов, которые мы прошли, то есть я и наша команда прошли, опять-таки, в этих западных университетах, да, то есть сертификаты и дипломы. И вы, как специалист, утверждаете, что вот на это социальное поведение можно влиять? Абсолютно. Абсолютно. На социальное поведение не просто можно влиять, на него уже влияют. То есть, если мы говорим о том, что экономика как наука, она подтвердила экспериментальным путем, да, путем исследований наши ошибки, да, в поведении или в принятии решения, вот только недавно. Но на самом деле тот же маркетинг, да, те же политические коммуникации и пропаганда, да, которые существовали задолго до того, как была сформулирована, да, там, behavioral science, то есть экономика поведения, ее элементы, они существовали, да, в жизни людей по всему миру. Все мерчендайзеры мира бессильны перед мужчиной со списком. На самом деле мерчендайзинг – это вот как раз-таки та сфера, где очень хорошо сейчас внедряются принципы поведенческой экономики. То есть выкладка товара таким образом, чтобы стимулировать ошибки, да, или подталкивать нас к принятию того решения, которое необходимо магазину или торговой марке.
И вот такие сериалы, как переходим к интересной теме, такие сериалы, как «Слово пацана», способны или все-таки нет повлиять на... Посмотрел человек, там 8 серий, да? Да, 8 серий, ну, сейчас там они переснимают последнюю серию, но не суть, это не важно. На самом деле я бы хотел чуть-чуть разграничить. Вы меня представили как экономиста, да, вот в этом направлении. Эксперты по экономике поведения. Да, но я бы хотел добавить, что здесь, наверное, больше я бы фокус сделал на коммуникациях, направленных на социальные изменения. То есть это такой, как бы сказать, такое рамочное направление, да, в рамках которого используются в том числе инструменты экономики поведения, скажем так, или поведенческие инсайты. Да? И вот опять-таки я бы хотел чуть на ступеньку выше подняться. Это коммуникации, направленные на социальные изменения. Небольшую предысторию. В целом это направление, оно стало, наверное, актуальным или проявило себя еще в 60-х годах. Все вы видели наверняка сериал «Просто Мария». Это тот проект, который был, если я не ошибаюсь, в Перу снят. И тогда ученые и те люди, которые принимают решения в области политики, они наблюдали огромный всплеск интереса к курсам по вот, швеям, да, скажем так. Огромное количество женщин в этой стране и в других латиноамериканских странах стали обращаться в учебные заведения, чтобы заочно, да, получить какое-то образование, даже базовое. Да. И очень большие экономические движения начались после этого сериала. И тогда вот эта продакшн-компания, она еще не формулировала это как коммуникации, направленные на изменение поведения людей. Да? Это был коммерческий проект абсолютно. И тогда по всему миру то есть поднялся вопрос, неужели медиа может вот так влиять на то, как действуют отдельные люди? Соответственно, это предыстория, да? Ну и дальше, если мы переходим к слову пацана, однозначно, да, любой медиапродукт, он так или иначе влияет на наши убеждения, на наше отношение к тем или иным социальным проблемам и в своей максимальной степени, конечно, может влиять на поведение людей. Вы смотрели вообще этот фильм? Я не смотрел. То есть вы не можете оценить, я почему задаю этот вопрос, потому что утверждается, что это пропаганда, это сознательная пропаганда, не случайно появившаяся в России именно в этот период. С сюжетом вы знакомы? Я с сюжетом знаком, я знаком с даже такими сырыми, да, научными работами, которые уже занимаются рассмотрением влияния этого сериала. Да. Так вот, я специально расскажу, почему считается, что это все-таки пропаганда. Значит, он снят компанией Too Much Production совместно с NMG Studio при поддержке Института развития интернета. Что такое NMG Studio? Это российский частный медиахолдинг, внесен в санкционные списки. То есть это доказательство того, что это все-таки было снято специально, то есть это заказ, так как компания формирует индустрию медиа в России. Институт развития интернета финансируется под видом патриотического контента. Он финансирует такие проекты, как «Уехавшие, как вы там», «Сделано для фронта», «Женщины Z». Также институт учредил национальную премию лауреатам, которые уже стали военкоры. То есть, понятное дело, да, что люди, которые... Есть определенная аффилированность, да? Да, вот. Насколько достиг своей цели этот сериал? Вы сейчас повернули беседу немножко в другое русло, да, то есть мы заходим в поле там публичной политики, скажем так, да, и пропаганды. Нет, мы на самом деле говорим о том, что за 8 серий, что вот считается, что за 8 серий можно достичь изменения социального поведения. Я не поворачиваю, если не четко сформулировала. Однозначно можно. Вот это утверждение, оно реалистично. Более того, я тоже здесь подойду, наверное, издалека.
И хочу сказать, что сейчас в мире уже проведено достаточно большое количество исследований, которые, ну, опять-таки, мы от пропаганды немного отходим и идем в сторону мы отходим от пропаганды. Нас таких интересует острых социальных поведение. проблем, да, скажем так, в том или ином обществе Потому что если мы существующих. можем продвигать с помощью 8 серий одну мысль, то значит можем и другую. Абсолютно. Абсолютно. Вот таким образом в Европе и в Соединенных Штатах уже прошли, ну, наверное, десятки исследований. Ну, я цитировать там каждое не буду, но в целом они говорят о том, что есть популярные сериалы, которые, в частности, содержали в себе сцены насилия, романтизация вот этого образа криминала или оправдание его. И так или иначе они влияли, или давайте так, не влияли, они совпадали со всплесками преступности в тех регионах, где эти сериалы были наиболее популярными. То есть корреляционная связь есть между количеством просмотревших и криминогенной ситуацией в том или ином регионе. Вместе с тем, однозначно утверждать также невозможно, потому что корреляционное исследование, оно может быть... И, кстати, оно вот сейчас я тоже хочу вернусь к слову пацана. Оно о чем говорит? Что есть взаимосвязь. Но эта взаимосвязь, она же может быть и другими факторами обусловлена. Допустим, это спад в экономической ситуации, усложнение социальных проблем, опять-таки какие-то острые проблемы в сфере там, криминогенной ситуации в данном регионе. Соответственно, однозначно говорить, что было первоначально, сериал, который повлиял и стимулировал, да, вот это все, или нарастающие проблемы в обществе, и сериал являлся как таким творческим ответом, да, на то, что происходит в обществе. Но однозначного ответа пока нет. Это первый момент. Второй момент. Я не готов, да, комментировать относительно того, насколько связаны или не связаны. Я просто не знаю, да, там, слово пацана и конкретная там, пропагандистская повестка в какой бы то стране не было. Но я думаю, что такие крупные проекты, на самом деле, ну, вот по той информации, которая у меня есть, тому опыту, который у меня есть, они требуют до 2 лет в разработке. То есть с момента идеи до запуска. Соответственно, мы можем откатиться на 2 года назад, и вот в каком вот это соответствует, там, я не знаю, вашей точке зрения или нет? Смотрите, Арсен, давайте тогда поговорим, может быть, в вашем опыте уже были какие-то проекты, которые так или иначе влияли на социальное поведение? Однозначно. Я бы хотел, наверное... Вообще, вы давно занимаетесь вот этим самым влиянием на социальное? Мы давно занимаемся коммуникациями, и, как я отметил, вот те инструменты, которые влияют на выбор человека, на его социальное поведение, они так или иначе являются, я не знаю, неотъемлемой частью коммуникации вот, с достаточно долгих времен, да? То есть на примере того же мерчендайзинга и маркетинга, когда они даже не знали, да, о том, что есть такое экономика поведения, отдельные ее составные части, инструменты, элементы, они уже были частью того же маркетинга и мерчендайзинга. Вот. Но если говорить о таком полноценном научном подходе, я думаю, что впервые вообще на центральноазиатском пространстве в таком большом масштабе, вот в 2021 году начался этот проект. Этот проект был, я могу назвать, да, донора. Конечно. Возможно, есть какие-то ограничения в эфире. Всемирная международная финансовая корпорация, которая является частью Всемирного банка, они инициировали достаточно большой проект по финансовому включению населения. Да? То есть необходимо было привести население от неформальных финансовых отношений к формальным. Ну, детали, наверное, для зрителей не будут интересны. И была амбициозная задача провести национального уровня медиакомпанию, которая охватила бы 2 страны, это Кыргызстан и Таджикистан. Так, вот от неформальных к формальным, это что значит? Это значит, что люди, опять-таки,
совершают какие-то контрпродуктивные действия, например, да, они передают деньги через таксистов, да, отправляя их там я как пример, да, привожу, из города Ош в город Бишкек. Или вместо того, чтобы инвестировать средства, они тратят эти деньги на проведение каких-то больших мероприятий, да. То есть это огромное количество таких индивидуальных решений, да, которые сокращают, скажем так, финансовую стабильность и благополучие, да, там, тебя как индивида и твоей семьи, общества в целом. Да. Соответственно, вот перед нами стояла задача привести людей к формальному сектору, то есть отказаться от каких-то неформальных перечислений, да, отказаться от излишних трат в пользу накоплений, да, и так далее, и так далее. И как раз вот для того, чтобы стимулировать это изменение в поведениях людей, собственно говоря, и была инициирована, разработана и реализована компания Акча, которая, кстати, показала очень хороший результат по итогам оценки. И что было включено? Какие медийные продукты? В этот проект были включены сериалы, социальные кампании. Это были, как сказать, офлайн мероприятия, да, которые проводились по всей стране. И в комбинации все это выстраивалось, да, с помощью определенных научных инструментов, да, которые в сфере коммуникации, в сфере изменения поведения людей, да, существуют. Вот, и это была такая воронка изменений, скажем так. Да? А как измерялись эти изменения? Эти изменения измерялись специально нанятой компанией. Это американская компания, которая обладает очень большим опытом именно в оценке проектов, направленных на изменение поведения людей. То есть это не просто так. Вот мне кажется, сначала были сделаны замеры до и после завершения проекта. Да, совершенно верно. Если в детали вдаваться, то там даже были контрольные экспериментальные группы, которые в разной степени, да, были под воздействием тех материалов, которые разрабатывались в рамках компании. То есть, по сути, я бы сказал, что это такая большая научная работа, да? Хорошо, вот смотрите, сейчас у нас такая задача научиться экономить электроэнергию. Все мы, как нация, должны, нам уже сколько лет говорят, еще Дания Русенов говорил, что я научу их ходить в сортир со свечой. Судя по заявлению, экономить мы так и не научились. Что вы, как специалист в экономике поведения, можно заставить нас экономить электроэнергию, научить? Изменить наше социальное поведение. Здесь самое главное не заставить, да, а побудить к изменениям, наверное, да. Вот сейчас все последние исследования, они о чем говорят? О том, что человек не будет менять свое поведение, потому что это самое сложное. То есть можно... Про это же я говорю. То есть последние данные вышли, что глобально во всем мире, да, 85% людей, они поддерживают климатическую повестку. То есть они считают, что да, мы должны сохранить природу, мы должны действовать в этом направлении. Но фактически только 12 человек принимают решения и меняют свою жизнь, да, чтобы хоть в каком-то маленьком деле изменить ситуацию. Соответственно, экономика поведения, она и разрабатывает, условно говоря, инструменты подталкивания, да, nudges, для того, чтобы человек легче трансформировал свое поведение, да, в более результативное, скажем так. Да. Соответственно, очень важно, чтобы человек понимал конкретную выгоду, которую он получит от изменения своего поведения. В любом случае человек не хочет проигрывать. Да? Очень сложно изменить традиционное или устоявшееся поведение человека, даже понимая, что он совершает ошибку, даже понимая, что он в чем-то неэффективен, да, и тратит больше денег. Очень сложно его перевести в категорию людей, которые фактически просто начали действовать по-другому. И для этого, да, есть огромное количество инструментов. Кстати, конкретно по электроэнергии недавно читал исследование. В нашем опыте этого нету.
но есть исследования, которые в западных странах проведены. Это использование обратной стороны счетов за электроэнергию. И очень важно те сообщения, которые ты будешь передавать этим людям. Ну, то есть первое сообщение, да, если ты говоришь «экономьте, это сохранит природу», это классное сообщение, но оно никаким образом не влияет на поведение людей. Но если ты говоришь, что твои соседи уже сэкономили 2000 киловатт-часов электроэнергии за последний месяц, то это очень сильно влияет на твое поведение. Потому что ты чувствуешь себя частью какого-то сообщества, да, и тебе хочется соответствовать тому, что делают там близкие для тебя люди. Ну, близкие в данном случае там географически, да. И существует очень много разных методик, как человека можно подтолкнуть к правильному решению. Давайте еще какие-нибудь примеры, потому что вот мне пример, ну молодцы, вон соседи сэкономили, все. Ну, классно, галочку да. поставили. Там, пусть они экономят. Вы правильно говорите. На самом деле, наджи, вот эти инструменты подталкивания, они же не на всех работают. То есть в зависимости от уровня образования, в зависимости там, от твоего опыта жизни, да, скажем так, влияние одних и тех же сообщений, оно может быть разным. Именно поэтому поведенческая наука вообще она является экспериментальной. Да? Сначала проводятся какие-то небольшие изменения в небольшом регионе, да, там, в конкретной стране, скажем так. И в случае, если этот эксперимент показывает свою эффективность, то затем эти изменения уже переносятся на масштабы, да, там, национального уровня. Ну вот в качестве примеров тоже это такие... Это очень маленькие решения, да, которые могут привести там, к большим результатам. Я сейчас такие достаточно избитые примеры буду приводить. Ну, допустим, в тех же Соединенных Штатах. У них пенсионная система совершенно по другим принципам существует. То есть человек сам принимает решение, будет он откладывать себе на пенсию или не будет. И куда он будет откладывать. Соответственно, там тоже возникла проблема, что достаточно большое количество людей, они оказываются без пенсионных накоплений. Соответственно, сейчас у них вводится новая практика, это такой, на английском opt-in, opt-out подход. То есть, если раньше, когда ты подписываешь трудовое соглашение, тебе нужно было поставить галочку в том месте, где я согласен, что столько-то процентов там, от моей зарплаты будет переводиться в такой-то пенсионный фонд. И оно показывало просто минимальные результаты, то есть минимальную эффективность. А сейчас они поменяли, да? Они сделали, что нужно поставить галочку, если ты не хочешь, чтобы твои, соответственно, вот эти проценты уходили в пенсионный фонд. Это тоже, да, один из инструментов подталкивания. Это могут быть, совершенно неожиданные вещи, там, условно говоря, ускорение на поворотах, да. Берем разметку на дороге, да, и когда мы смотрим на прерывистую линию, соответственно, по мере того, как она сокращается, расстояние между ними, у тебя визуально возникает ощущение, что ты слишком быстро едешь. И, по-моему, это в Австралии это применялось, и там статистика по дорожно-транспортным происшествиям именно на тех поворотах, да, где использовался вот этот метод увеличения или уменьшения расстояния между вот этими линиями разрыва, да, просто в разы. То есть инструментов на самом деле очень много. Наука молодая, она развивается, да, и постоянно, вот эти вот подходы, они увеличиваются. Я напомню, что мы говорим с Арсеном Иманкуловым, экспертом по экономике поведения. Арсен, для меня, кстати, странно, что вы берете, когда говорили отчет, назвали дату 60-е годы, при этом назвали сериал «Просто Мария», который вышел гораздо позже, потому что на самом-то деле, там, как у Высоцкого, значит, нужные книги ты в детстве читал. Да, книги формировали нас. При этом, мне кажется, что институт акинства сказительности и формировал тот самый код кыргыза. То есть эти люди передавали ту самые ценности поведения. Социальные нормы. Социальные нормы, и, следовательно, все гораздо древнее, чем мы с вами сейчас обсуждаем.
Ну, давайте начнем с того, что, конечно, на поведение людей и на принимаемые нами решения влияет очень много факторов. Да? Это начиная от генетики, ну, то есть есть предрасположенность, определенные психологические, ну, психотипы, да, скажем так. Это тоже драйвер наших, ну, как бы сказать, мнений и решений. Это семья. Это то сообщество, да, в котором ты находишься. Ну, оно может быть больше или меньше по размерам. Да, там, допустим, у кыргызов оно достаточно большое, потому что мы в постоянном контакте находимся с большим количеством родственников, да, разных возрастов. Это то медиа, которое ты потребляешь. Да, и это какие-то, ну, медиа, по сути, оно и выражает, да, в том числе и там какие-то, ну, скажу, потуги государства, да, в сфере идеологии в той или иной степени. Медиа выражает, опять-таки, на более высоком уровне те ценности, которые и проблемы, да, которые в обществе существуют и так далее. Ну, поэтому, да, факторов много. Но вы по поводу акынов, я не ухватил вопрос. Насколько используется вот этот древний инструмент? Использовали ли, вот, например, вы его, когда реализовывали свою программу? Хороший вопрос. Я сейчас понял, о чем вы говорите, что вы спрашиваете. Ну, на Потому самом деле... мы как бы привыкли уже воспринимать информацию через эти источники. Но привыкли ли? Давайте посмотрим там на такие усредненные результаты последних медиа-исследований. Да? То есть я не знаю, мы, конечно, можем говорить о том, что акыны — это крутой инструмент, да? Но на кого он зайдет? То есть пользователи ТикТока, да, которые смотрят контент любой, но не связанный с акынами, ну, то есть это миллионы человек, да? Ну, можно посмотреть там, сколько смотрят акынов. Да? Я нисколько не принижаю их роль, да, и значимость, скажем так, с точки зрения сохранения там традиций и так далее, но как медиа-инструмент, условно говоря, популярный сериал, да, он многократно, ну, более эффективен по охватам и по возможностям донести сообщение. Почему? Потому что акын, он в любом случае у нас в голове представляется каким-то, ну, таким, если не архаичным, да, то достаточно таким традиционным, ну, я не знаю, что это, маяк или еще что-то. Мне сложно, да, какое-то там, потому что, ну, это культурное явление в моей жизни там большого места не занимает, поэтому мне сложно как-то сформировать. А тем не менее, вот когда мы идем в сторону сериалов, я как молодой человек, да, там, живущий, допустим, в сельской местности, да, или принадлежащий к определенному кругу деятельности, да, там, физического труда и так далее, я могу увидеть себя. То есть мне не нужно идти и читать книги или слушать акынов. Я здесь сейчас вижу такого же человека, как я, который живет в тех же социальных условиях, который примерно, его жизнь похожа на мою, и он каждый момент принимает какие-то решения на экране. И, соответственно, на протяжении 8 эпизодов, будет это 30 эпизодов или 100, неважно, мы смотрим, какие решения он принимает и как это влияет на его жизнь. Соответственно, это один из, ну, на мой взгляд, таких максимально эффективных способов достаточно долгое время поддерживать связь с аудиторией и постепенно, шаг за шагом, передавать ему модели поведения или отношения к тем или иным вопросам. Вот, возвращаясь к слову пацана, опять-таки, мне сложно говорить, да, какие там пропагандистские цели стояли, да, но в любом случае, ведь кроме того, что наука не может доказать, что связана ли криминальная ситуация однозначно, да, с тем, что мы видим по телевизору или нет, то есть что следствие, что начало, но ведь наше отношение ко всему этому, оно меняется. То есть, условно говоря, если мы смотрим сериал «Бригада», и мы видим замечательных актеров, да, их очень сложный жизненный выбор, да, и мы симпатизируем им, соответственно, отношение вообще к криминалу, да, скажем так, оно меняется в обществе. То есть мы становимся более терпимыми к этому явлению. Поэтому вот
Я перед нашей встречей тоже задумывался, да, ну, то есть, если бы вы спросили у меня там однозначно, там, запрещать или не запрещать, да, там, вот такие сериалы, должно ли, там, я не знаю, какое-то государственное агентство или частное сообщество, да, влиять на то, что будет размещаться в таких медийных продуктах, да, ну, я, конечно, не могу такого ответа дать. Это не наши методы. Да, я сам... Это не к нам. Я сам фантазировал, да, на эту тему. И на самом деле сложно дать однозначный ответ по этому поводу, но то, что это оказывает влияние на людей, ну, однозначно. Когда мы с вами обсуждали буквально 5 минут раньше, вы сказали, на мой взгляд, сериал, вы все-таки эксперт по экономике поведения, человек... Это наука. Значит, вот это вот, на мой взгляд, вот это лучше, а это хуже, немножечко не работает. Вот изучается ли, какие инструменты лучше влияют на ту или иную аудиторию? Однозначно. Ну, в любом случае, как бы, если мы о любой науке говорим, даже если мы говорим о медицинском консилиуме, каждый врач может выносить свое суждение. Соответственно, я допускаю, что мой уровень экспертизы, он недостаточен для того, чтобы я от имени всего сообщества экономистов говорил, что так должно быть. Поэтому я в любом случае буду апеллировать, да, к собственной экспертизе и своему мнению. И относительно вашего вопроса, это очень индивидуально. То есть на самом деле это зависит от многих факторов. Например, какое сообщение мы хотим донести до людей, до каких людей мы хотим донести сообщение, какие инструменты. То есть это не так, что вот сериал, он для всех, там, я не знаю, женщин, да, эффективен. Мы идем и смотрим, что у нас есть целевой регион, допустим, Ошская область. Да, например, да, там, Нарынская область, Иссыкульская область, это не имеет значения. Мы смотрим на результаты медиаисследований и охватов, да, и мы видим, что в каком-то регионе у женщин есть время после, там, я не знаю, труда, да, своего ежедневного, да, сесть и посмотреть сериал. И более того, мы видим, что вот среди женщин вот таких-то возрастных категорий, да, которые нас интересуют, смотрят сериалы, которые связаны, там, я не знаю, мыльные оперы, да, а где-то женщины смотрят программы типа программа «Максимум» или что-то связанное, там, я не знаю, с криминалом, расследованиями и так далее. Соответственно, инструменты, как донести эти ключевые сообщения, как повлиять на этих людей, они будут меняться от региона, от возраста, от гендера, да, ну, там, я не знаю, даже от сезона. Потому что... Да, потому что все, ну, то есть все меняется, да, и более, да, потому что может быть в стране... делает уроки, а летом не делает уроки со своим ребенком или вот, наоборот. Соответственно, да, совершенно верно. Более того, даже там какие-то глобальные социальные или политические изменения в стране, они тоже влияют на это. То есть, если человек сейчас смотрит только новости, потому что ему интересно, чем там закончится очередной скандал, да, он уделяет меньше внимания там каким-то текущим, да, медиа, там, я не знаю, продуктам, да. Вот смотрите, понятное дело, когда обращаются к привычным нам экономистам, ну, вы приводили пример с врачами, понятное дело, когда обращаются к врачам, в каких случаях обращаются к экспертам в области экономики поведения? Хороший вопрос. Я думаю, что глобально сейчас вообще вся эта наука, наверное, да, и этот инструментарий, он, ну, можно его образно разделить на две части. Да. Первая часть – это на служение у бизнеса. Соответственно, это те ситуации, когда нужно увеличить продажи, да, нужно помочь человеку принять правильное решение здесь и сейчас, ну, для того, чтобы принести, там, я не знаю, деньги нужному бренду, скажем так. И второе направление, которое, ну, очень интересно и просто огромными темпами развивается глобально, это импликация, ну, то есть применение, да, всех этих инструментов в государственной политике. Вы очень классный вопрос задали по поводу электроэнергии, но на самом деле
как бы экономика поведения, она и вот те инструменты, которые есть, они сейчас экспериментально практически от здравоохранения там, до принятия решения, в каком пенсионном фонде, да, там, я не знаю, хранить деньги. И практически везде, вот даже пример там с дорогами, да, как там сократить количество ДТП. И правительство очень многих стран, они уже активно вводят, да, команды, ну, соответственно, экономистов, экспертов, да, для того, чтобы те или иные решения лучше доводить до людей и, соответственно, как бы получать от них большую результативность. Да. Есть ли интерес в нашем регионе к таким специалистам? Вы приводили один пример, но это был пример интереса со стороны международного. Донором был Международный институт. А вот чтобы вот наши показали, что да, вот мы понимаем, это нужно. Манипулировать моим мнением, моим поведением. Да, и вот здесь этика, да, очень важна. Очень ну, то есть важна, здесь, да. как и с искусственным интеллектом, вот где в данной науке... начинается... Да, этика очень важна, да, потому что есть определенные границы, ну, до какой степени мы можем вмешиваться в принятие решения, да, конкретным, там, я не знаю, гражданином и так далее. Хороший вопрос. Я сейчас вот не готов вам ответить на него однозначно. Я, ну, как бы персонально я какого-то интереса не наблюдал, но так или иначе, ну, есть информация, что там в разных сферах, наверное, в рамках других более крупных проектов рассматривается там внедрение там поведенческой экономики. Вот на ваш взгляд, где вот прямо вот необходимо уже внедрять, в каких сферах вот эту самую экономику поведения? Вот не начнем сейчас, завтра будет поздно? Очень хороший вопрос. Скажу откровенно, я, оказывается, так перед собой тоже этот вопрос не ставил, но я думаю, что можно пойти по тем сферам, которые, ну, в большей степени, там, я не знаю, связаны с образно жизнью и смертью, да. Ну, то есть, условно говоря, вот есть огромное количество, там, я не знаю, подтверждений, что тоже лечение туберкулеза, да, не всегда доводится до конца самими больными. И это большой риск как для их персонального здоровья, здоровья их родных и всего общества, да. Соответственно, я думаю, что здравоохранение – это одна из тех сфер, где, ну, имело бы смысл очень быстро, да, начать применять вот эти подходы. И вот раз уж мы коснулись с вами вопроса этики, то вот опять же с этим словом пацана. Очень многие родители не показывали да, своим детям этот сериал. Как-то дети не могут посмотреть его где-то не с родителями, потому что опасаются вот той самой романтизации. Мне кажется, это неправильное поведение родительское. Какое поведение, да? То есть мы не хотим, чтобы продукт влиял вот так на моего ребенка, на меня, на моего близкого. Но я не могу запретить ему смотреть этот продукт. Как помочь, как сделать так, чтобы он на меня не влиял? Очень хороший вопрос. Контрмеры. Да, это уже... сопротивляться вашей науке. Я думаю, что здесь вот вы затронули очень классный момент относительно вот акинов, когда вы говорили. Ведь те решения, да, и отношение к тем или иным вещам, оно формируется же намного раньше, чем ты увидел этот сериал, да, скажем так. Я очень не хотел приводить этот пример, но я вот недавно, по-моему, в Инстаграме или в Ютубе, в шортсах прокручивал, и там вышло достаточно старое интервью Павла Воли. И там он говорил о том, что создатель «Симпсонов», он подвергся критике относительно того, что вот наши дети смотрят ваш мультсериал, и в итоге они превращаются в Бардов Симпсонов, да, ну, то есть там со всеми плюсами и минусами. И на что создатели этого сериала, они сказали, что это был его ответ, да, что если вы не хотите, чтобы ваши дети были похожи на Барда Симпсона, не будьте Гомером Симпсоном.
да, то есть его отцом. Соответственно, я думаю, что вот тот вопрос, который вы сейчас задали, он намного глубже, да, чем я могу вам предложить какие-то инструменты. Таких инструментов, ну, я вот сейчас навскидку не назову, да. Это больше культуральные, да. Я вас слушаю и понимаю, что вы, во-первых, человек, склонный к размышлениям, вы много ставите каких-то идей. Наверняка вы думали, вот это нужно Кыргызстану, вот изменить социальное поведение, и я бы сделала это так. Вот я бы применил вот такие инструменты. Давайте вот помечтайте. Наверняка мечтали. Наверняка чесались руки и думали про себя, эх, вот тут бы я развернулся. Ну, вы знаете, это такое, как бы личное, я, наверное, не совсем готов сейчас делиться. Ну ладно уж, не совсем прямо. Чем готовы, поделитесь? Окей, да, я опять вернусь к тому проекту, который мы реализовали, да, для команды AFC или вместе с ними. Я думаю, что как раз-таки наше отношение к деньгам вот в Кыргызстане, да, оно очень много за собой последствий несет, да. Ну, то есть на самом деле проект же он охватывал не только само отношение к деньгам, но и гендерные аспекты, да, то есть как отличается поведение мужчин, женщин, молодежи и так далее. И вот, кстати, исследования, которые проводили AFC... именно в финансовом вопросе. Да, в финансовых вопросах. И исследование, которое предварительно, да, проводила команда AFC в Кыргызстане, оно показало, ну, такие достаточно серьезные, ну, как бы слабые места, да, что, как бы мне не соврать, это не точные данные. В районе 70% молодых людей, они вообще никаким образом не планируют свои финансы. Очень много молодых людей обозначили то, что они, в принципе, как правильно сформулировать, не несут ответственность за принимаемые ими финансовые решения. Но если мы глобально посмотрим, ну, то есть вы не подумайте, что я такой меркантильный человек и меня интересуют только деньги. Но это составная часть, да, которая позволяет там, каждому из нас, как индивиду, нашим семьям, да, чувствовать стабильность и, соответственно, реализовываться там, во всех других сферах. Поэтому я считаю, что да, это важно. Да? Соответственно, если мы сможем трансформировать отношение общества, да, к тому, как мы тратим и на что мы тратим, это может достаточно большой эффект привнести, да, и тогда экономика поведения станет самой настоящей экономикой. Ну, она и так настоящая. Мы пока еще рассматриваем ее... Нет, на самом деле, то, что мы говорим, вот настоящее, не настоящее, даже если человек действует иначе от того, что мы ожидаем, да, это же тоже его поведение, это тоже часть экономики поведения. И как я вначале говорил, что ключевое отличие, наверное, я сейчас могу неправильно это все передать, да, но от традиционной экономики, да, которая считает, что каждый человек принимает только те решения, которые ему выгодны, и он понимает полностью, да, что ему выгодно. Экономика поведения, она говорит, оказывается, нет. Оказывается, человек не до конца понимает, что ему выгодно, и зачастую он принимает решения такие, которые, там, я не знаю, в краткосрочной, долгосрочной перспективе, они несут ему вред. Соответственно, даже те ошибки, которые люди совершают, это тоже часть экономики поведения, скажем так. Контрпродуктивные социальные нормы, да, и наши финансовые решения, они точно так же часть экономики, как и наши правильные решения. Кстати, вот я слышала как-то выступление, да, это был лауреат Нобелевской премии, он должен был, у него было какое-то шоу, там было очень короткое время, там за 3 минуты нужно было рассказать о угрозах человечеству. И вот этот человек сказал, я, к сожалению, не помню его имени, сказал, что люди перестают обращать внимание, не замечают, что решения-то уже принимают не они, что решения очень часто принимают, например, алгоритмы цифровые, например, те же самые специалисты в области поведения,
Как вы оцениваете вот этот его прогноз? А прогноз в чем был? То есть это то, что вы сказали, это факт. Это уже данность. Это основная угроза, что мы перестаем принимать сами решения. Ну, это очень комплексный вопрос. Вот я буквально недавно держал в руках отчет ПИСА. Мы снова возвращаемся к этим. Да, вот ПИСА, вы наверняка слышали, это вот международное исследование по уровню грамотности 15-летних школьников. Да, причем это грамотность, как они используют эти знания, да, они просто там отвечают на вопросы теста. И по всему миру идет спад, то есть это глобальное явление, там начиная от Сингапура, заканчивая там теми, кто был в конце этого списка. И это очень сильно связано с тем, как меняется среда, в которой мы находимся. То есть меньше книг, меньше размышлений, да, меньше бесед с родителями, да, или там со сверстниками. Все переходит в онлайн. И, как вы говорите, алгоритмы, ну, они в любом случае, вот ты посмотрел, да, там, я не знаю, как шарики запускают в воздух, да, и он будет тебе до конца твоих дней, да, так или иначе впихивать тебе тот же самый контент. Это большая проблема, но, ну, наверное, человечество сейчас только вот на том этапе, когда мы можем, ну, мы должны действовать, скажем так, да, но каких-то конкретных ответов, ну, даже у светлейших умов в этом мире пока нету. Как сделать так, вот, чтобы ваша наука приносила пользу? Вот, кстати, кстати, вот по поводу, наверное, чуть-чуть продолжу мысль. Это будет не научно, то, что я сейчас скажу, да, это мнение там определенной среды экспертов, да, вот алгоритм, искусственный интеллект, тот потребляемый контент, да, в, там, я не знаю, это разные, да, там телевидение, интернет и так далее, и так далее. Есть, ну, два пути, да, скажем так, их регулирования. Или даже так, что пока только один путь сформулирован, и он сформулирован в Китае. Или, по крайней мере, они очень сильно, да, продвинулись в этом направлении. Они понимают, что вот этот риск существует, то есть риск того, что ты будешь очень сильно ведом, формируем и управляем, да, алгоритмами и вот технологиями, скажем так. И они берут это под очень жесткий государственный контроль. У этого есть, как бы, они, естественно, это позиционируют как возможность внести туда социальный компонент, образовательный компонент, ограничить права и возможности больших корпораций, да, по сбору информации, по обработке, по тому, что ты предлагаешь своим клиентам и так далее. Это один путь. Второй путь, он пока еще его не существует, да, то есть Запад находится на таком перепутье, то есть с одной стороны очень очевидна выгода, да, китайского пути, в плане того, что у государства появляется очень много рычагов, да, там, я не знаю, влиять на то, что видят люди, да, как влиять на них, скажем так, собирать о них информацию, но пока там по каким-то морально-этическим, наверное, соображениям они не приняли окончательного решения, в каком направлении идти. Вот. И что может сделать в целом, ну, то есть сегодня мы затронули, наверное, ну, несколько, да, таких основных элементов. То есть первое – это экономика поведения, да? А второе – это коммуникации, направленные на изменение социального поведения. Они пересекающиеся, но это не одно и то же, да? То есть это совершенно разные сферы. Но оба эти инструмента, они очень, очень сильно могут повлиять на, скажем так, на более… Вот я сейчас начинаю говорить, и я понимаю, что я такой ухожу в сферу как госконтроля, да? Потому что кто-то же должен принять решение, что такое хорошо и плохо, да, для каждого отдельного человека. И вот в этом опасность. Но если есть какие-то консенсусные зоны, опять-таки, возвращаясь к здравоохранению, мы знаем, что нужно помочь людям, которым сложно пройти весь курс лечения от туберкулеза до конца. В этом же есть консенсус и взаимное, как бы сказать, понимание между правительством и населением, и даже самим больным. То это вот те сферы, с которых стоит начать. А другие сферы, да, которые там влияют на нашу там, философию, отношение к тем или иным вопросам, ну, я бы, наверное, рекомендовал оставить на потом, ну, до тех пор, пока вот среди экспертного сообщества вот не будет какого-то консенсуса, да, где граница между вот
тем, на что мы можем, да, влиять, да, и на что мы не должны влиять, да. Все понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересные вопросы. Очень приятно было с вами пообщаться. С нами был Арсен Иманкулов, эксперт по экономике поведения. Мы совсем чуть-чуть, совсем вот в самые азы затронули этой молодой науки. Но, надеюсь, я думаю, Арсен сумел нам объяснить, что с помощью ее можно научить нас многим хорошим вещам. Совершенно верно. Даже не научить, наверное, да, а помочь нам принимать те решения, которые выгодны нам и нашему сообществу. Вот так вот. Спасибо большое. Надеюсь, что ваши знания и умения будут востребованы, потому что нам нужно двигаться в сторону прогресса. Вот, кстати, у меня есть, да, еще один дополнительный комментарий. Вы спрашивали о моей мечте. Я вот думал. Вы знаете, мне кажется, что вот сейчас это такое очень, да, оно даже не научное, не экспертное мнение, да, вот мое персональное мнение, что мы немного застряли в очень традиционном видении, вот как надо жить, да, что для нас хорошо, а что плохо. И мне кажется, что сейчас только те страны и те нации смогут двигаться вперед, которые будут готовы к изменениям. И я думаю, что для Кыргызстана очень важно вот как раз-таки принять, что нам нужно меняться, чтобы стать, там, я не знаю, в ряд развитых и состоявшихся народов и наций. Да? Спасибо большое. На этой оптимистичной ноте мы и закончим наш эфир. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Арсен, вам. Спасибо большое. До новых встреч.